Кока-кола 257-миллилитровая же есть стеклянная банка. Энди Уорхол автор этого дизайна. То есть он считается промышленным дизайнером, который придумал эти идеи. И первый человек, который начал то ли рисовать, то ли переносить на шелк свои рисунки и вывешивать их. В том числе нарисовал Ленина. Это уже из советской рекламы, когда голосует сам Сталин за народное счастье. К чему я показываю? Потому что неправда, когда говорят, что в советское время не было брендинга, маркетинга. Было. Нам каждый день и каждый раз рассказывали. Мы каждое утро включали радио, каждое утро звучал советский гимн и всегда рассказывали, что нас ждет. А вспомним даже фильмы про Великую Отечественную войну, когда голос, самый красивый голос войны, я считаю, это Левитана, произносил и говорил, где находятся советские войска сегодня, что они сегодня взяли. И этим самым что делалось? Людей готовили к тому, что война может быть продолжительной. Если что, вы завтра должны идти, а женщин готовили к тому, что вы должны будете отпустить своих мужей и быть готовым, чтобы их потерять. Вспомните советское время, когда был предмет национальная военная подготовка. Нас всегда учили бросать гранату, разбирать, собирать автомат. В итоге к чему это приводили? К тому, что завтра может начаться война, и ты должен быть к этому готов. Кто-нибудь знает, что это за человек? Он не бренд, но вы его можете знать. Это Ющенко, предыдущий, наверное, да, президент Украины. Здесь, конечно, лицо почище будет, может, поэтому вы его не узнали, молодой, но он не является брендом, поэтому его тяжело узнать. А кто знает его? Можете поближе подойти посмотреть? Мне потому что интересно, кто его узнает вообще. Вот подойдите, ничего страшного, можете через ковер пройти. Это мой любимый... Абрамович? Нет, не Абрамович, нет. Похож, но не Абрамович. Может, ковер тоже, да, поближе? Да, нормально. Порошенко, видно, да? Порошенко? Нет, не Порошенко. Нет. Не Порошенко. Жириновский, да. Как вы его узнали? Вы работали в его партии? По глазам. Это Жириновский. Когда он стоит еще с шапкой, так, не знаю, то ли денег он просит, то ли чего еще. Это в политическом брендинге России мой любимый бренд. То есть в каком отношении любимый? Это самый долгий бренд, который существует на российском политическом Олимпе. Из нынешних, те, кто активны, потому что он создался еще в начале 90-х, и он до сих пор есть, до сих пор с ним считаются. И у него четкое позиционирование. Может, кто-то анализировал и знает, как он себя продвигает в головах у людей. Он оппозиционер партии власти. То есть кто бы к власти не пришел, он против них. Если Ельцин говорит, мы дружим с Америкой, он говорит, нет, мы Америку уничтожим. Если он говорил о том, что надо развивать бизнес с Индией, он говорит, нет, русский солдат должен мыть свои ноги в Индийском океане. То есть неважно, реализуется это или не реализуется. Он дает те обещания, которые у людей есть. Тот 5-10% людей, которые хотели бы невозможного, идут за него голосовать. Его партия и он всегда являются депутатами. Он как минимум заместитель спикера Госдумы Российской Федерации, решает большие вопросы и нормально ведет свой бизнес. Я не знаю, видели вы эту рекламу, нет. В свое время, когда видел, я был в шоке, когда он одевался в футболке Назарет и Металлики, и говорил, я такой же, как вы, ребят. ЛДПР и номера телефонов, вступайте в нашу партию. Жириновский или будет хуже? Была еще другая реклама. Жириновский будет лучше. Я не считаю ваши голоса, я их слышу. То есть, когда Явлинский, Григорий, по-моему, Яковлевич, да, если я не ошибаюсь, со своим яблоком продвигался, у него были умные речи. Миронов, когда со «Справедливой России» продвигали, они писали очень плакаты, большие умные речи, у него было все просто и хлестко. Из нынешних в Кыргызской республике тоже есть человек, который это повторяет, где одна фраза, 2-3 фразы, и получается, это запоминается. Или у Жириновского, когда был большой сильный упадок, он тоже брал другие хлесткие фразы. ЛДПР не врать и не бояться. Все. Не надо ничего умного, потому что умное в голову не войдет. Это вы расскажете потом. Здесь я как раз хочу ремарку сделать. Последние политические выборы, да? Вот последние политические выборы как раз таки вот это показало. К сожалению, ни один кандидат не вышел с идеей.
это лично мое мнение, исключительно только программы. То есть социалка, не знаю, пенсии, там, зарплаты, там, и т.д., это ипотека и так далее. Извините, я всегда говорю, это программа премьер-министра, но никак это не президента. Ну, на нашем языке хана, да, образно говоря. А в случае других стран мы видим, да, вот Россия, там, Европа, Америка и так далее, всегда идут сперва идеи. Ну, возьмите того же Ленина, как выше говорили, или Гитлера, да, который я уважаю, ну, образно говоря. То есть они выходили с идеей, они заражали людей. Тот же Энди Уорхол, да, они заражали людей, и за ними шли массы. Ну, в моей презентации мы остановимся на наших локальных местных примеров. У Руслана Шимканова российские больше, ну, зарубежные примеры. И вот там хотелось бы с вами обсудить, вот почему у того этого кандидата именно в нашем как бы направлении, почему это не вышло. Ну, основное, конечно, мое мнение, это вердикт, то, что у них не было идеи. И вот здесь как раз-таки вот у Жириновского более-менее, скажем так, у него идея, за которую можно идти. И тем более визуализации и так далее, если так посмотреть, у него больше соответствует. У нас, к сожалению, нет. Спасибо большое за комментарий. Меня слышно с этого микрофона, да? Его, наверное, вы сразу узнали. Как? Да, он. То есть в свое время, когда он возник на политическом Олимпе, 98 год, я до сих пор помню статью в газете «Труд». Для тех, кто газеты никогда не читал, тут молодежь, может, газеты никогда не читала, вот в последнем ряду были такие газеты, и издавались они еще с советского времени. Вышла статья, что Березовский представляет Ельцину Путина. Я до сих пор помню эту статью. Он появился на политическом Олимпе ниоткуда. И ныне, я скажу, является, наверное, самым дорогим, одним из дорогих в мире политических брендов, если можно так выразиться, по капитализации. Вот как оценивает Apple самым дорогим по капитализации бренда, он и является одним из дорогих. Помните рекламу Ван Дамма, когда он по-моему, Volvo рекламировал, на шпагат сел? Потом кыргызы сделали рекламу Шуро, по-моему, да, если не ошибаюсь. А это уже, думаю, политическая реклама, заказанная уже, наверное, сверху. По крайней мере, они не против, что он озвучил, сел на 2 истребителя российских, МиГ-29, наверное, или Су-27. И your move, Ван Дам, твой ход, Ван Дам. Что ты можешь? Ты типа на автомобилях, а я на самолетах. Понимаете? То есть народу простому вот эти вещи нужны. Чего нету здесь. Народу нужно носить футболку «Самый справедливый президент мира», «Самый любимый президент». С одной стороны, делятся категории людей, которые это носят. Например, мне это прикольно, а кто-то действительно в это верит. Третий купит это для того, чтобы у себя в Америке носить или в Индии носить и показать. Вот я купил футболку с Путиным. Мы же ездим, когда в Нью-Йорк, покупаем футболку I Love New York, китайскую, которая не является не то что Гэп, Зара, вообще никаким брендом. Ее просто привезли из Китая, налепили, наштамповали там в местной типографии I Love New York, но мы ее покупаем за какие-то хорошие деньги. Или люди привозят, когда зонты, через которые проходит вода, но там нарисована Темза или Эйфелева башня. Мы же срабатываем на эти бренды. Здесь происходит та же самая история. Можно будет маленькая ремарка? Сейчас мы подошли к такому процессу, когда уже баранина свой сок уже, скажем так, вырабатывает. Уже мясо жарится в своем соку. И как раз в этот момент я всегда закладываю уже второй ингредиент, это лук. То есть некоторые есть, они сперва ждут, пока этот сок сам, скажем так, испарится, да, и так далее, так далее. Нет, я именно этот момент жду, что потом совместно сок баранина и лука дают именно то, скажем так, необходимое количество жидкости, которое впитывает в себя картофель. Вы знаете, да, картофель имеет свое такое свойство впитывать жидкость, и также там, соль и так далее, но другие, как бы, скажем, моменты, да. И вот как раз второй момент закладывания уже, скажем так, бейсболки, все что угодно. Приведу простой пример. Ни у нас и в том же Казахстане, например, невозможно найти нормальную бейсболку или толстовку с символом Казахстан, Кыргызстан, потому что там этого нет. Не производят, не знаю почему. Возможно, запрещено законом. Когда я был в Астане последний раз, я не мог найти даже нормальную бейсболку, футболку с Triple G. То есть это Геннадий Геннадьевич Головкин, чемпион мира, 4-кратный, 4 пояса имеет. Для болельщика по боксу, для меня это очень большой человек. Но кроме 3 букв G, бейсболок не было. Почему они их не выпускают, я не знаю. Хотя сам же Triple G должен был задуматься над тем, что завтра бокс закончится, чем он будет заниматься. Он же не Роналду, который все знают и который у всех на слуху.
И в этом отношении Роналду лучше, чем Месси. Но мы об этом поговорим, наверное, на зимней сессии. А с Путиным, если продолжая, вот последняя его реклама, когда в прошлый раз были вместе к великой России, в великой стране сильный лидер. Это была основа программы, что страна великая только с великим лидером, и великий лидер является он. Да, это было, это сработало, его выбрали. И теперь у меня вопрос. Я сам над этим задумался, подумайте все. А с каким позиционированием он должен выйти в следующем году? Следующий год-то выборы. Вы знаете, что одна из, так скажем, лиц Дом-2, Собчак, да, подала заявку, чтобы стать президентом. Неважно, выберут ее, не выберут, но для нее это очень хороший шаг, учитывая по фамилию ее. Кем был ее отец? Анатолий Собчак, один из сильных политиков, да? Мэр Петербурга. Но она себе строит будущее. Как вы думаете, какое позиционирование может быть или должно быть у Путина? Кем он мог бы себя заявить уже на следующие выборы? Может, великий лидер, великая Россия, это уже не пройдет? Или как? Смотрите, брендинг еще состоит из некоторых вещей. После брендинга у нас всегда есть продажи. То есть, я не знаю, в коммерческих компаниях всегда существует отдел маркетинга, отдел продаж, которые существуют отдельно друг от друга. Это как два разных дерева. Отдел маркетинга делает рекламу, отдел продаж продает. Когда отдел маркетинга дает ту же распечатанную рекламу, буклеты в торговую точку, отдел продаж приносит и говорит: на, возьмите, людям пораздавайте, потому что он не понимает, что там происходит. И наоборот, отдел продаж владеет информацией, все, что происходит на поле. И маркетинг этим не пользуется, не дает им анкеты, не спрашивает. Они друг друга, проще говоря, не признают. То есть и здесь, когда создается бренд, завтра люди выйдут в поле и начнут за вас агитировать, за ваших кандидатов. С чем они пойдут? Поймут ли они это, то, что вы несете? Если вы несете программу на 20 страниц, которую вы сами читаете, и где-то запинаетесь и говорите, что вы так слишком много написали. А потом вы хотите, чтобы каждый ваш агитатор не на уровне главы, а на уровне Айлюк Мету понимал вашу программу и смог ее донести. Ну, извините, вы много хотите. Вы помните анекдот про Леонида Ильича Брежнева? Когда он, выступая перед ЦК КПСС, по-моему, сказал: уважаемые товарищи, уважаемая Маргарет Тэтчер, приветствую вас. Уважаемый Леонид Ильич, это не Маргарет Тэтчер, это не Индира Ганди. Я вижу, что Индира Ганди, просто здесь написано Маргарет Тэтчер. Понимаете, да? Когда программа слишком сложная, ее запомнить сложно. И действительно, как говорит Махсат Джилдышбекович, если есть у вас идея, и вы сможете ее донести, как Владимир Владимирович в прошлый раз показал, что великая Россия, великий лидер, сильный лидер. И это подтвердили не только они, подтвердил Time, поместив на обложку, объявив его в момент конфронтации политическим лидером номер один, впереди Обамы поставив. То есть они показали, что да, действительно такой человек есть, и он есть такой. Поэтому я предлагаю всем, прежде чем это, кстати, политический брендинг чем-то может и личного брендинга касаться. Кто-то из вас может будущий политик или занимается в этом. Задумайтесь сначала изнутри, что вы можете принести, что сядет в основу идеи вашей, когда вы будете... Возможно, вы занимаетесь продвижением себя по карьерной лестнице в госкомпании или в коммерческой. Там тоже та же политика работает. Там те же интриги крутятся. Там те же есть тот же электорат, который за вас проголосует, поддержит вас или не поддержит. Хотите вы стать председателем совета директоров Компаньон банка там, или Аиль банка. Неважно. Там те же ситуации существуют. Там такая же, хоть и невидная, предвыборная программа и кампания проходит. В любом случае вам нужно задуматься над тем, почему должны выбрать вас, а не ваших конкурентов. И почему электорат пойдет за вами. Спасибо большое. Чем Рахмат. Спасибо большое. Руслан Ашимханов, мой давний партнер. Мы с ним очень много таких параллельных тем ведем. Сейчас вот как раз у нас уже почти, мы уже перешли за половину, как бы вторую стадию. Теперь уже остается последний ингредиент, картофель, и уже в скором времени наш хурдак будет готов. А сейчас хотелось бы маленькую, скажем так, музыкальную паузу сделать, уважаемый Улан. Может быть, из ваших произведений вы вот гитару принесли, одно такое маленькое произведение, чтобы как-то разбавить нашу слишком серьезную тему. Микрофон. Микрофон.
трогал мою гитару. Сейчас. Тогда песня Виктора Цоя, да? Белый снег, сырый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Две тысячи лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через 2 на ней цветы и трава, через 3 она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим. Не, если кто-нибудь... Здесь специальных артистов нет приглашенных. Это просто человека мы попросили. Если у кого есть желание, пожалуйста. Ну, если не хватает чуть того, тоже есть. Без проблем, да, скажем так. Да. Ну, сейчас уже скоро уже курдак наш будет готов. А теперь давайте самое уже интересное, скажем так, в каком плане, потому что наши уже к нашим собственным тараканам. Почему вот именно в наших последних выборах не получилось этого кандидата? Здесь как раз таки среди нас сидят люди, кто участвовал, да, в штабе определенных тех или иных людей, кандидатов. Вы знаете, да, вот... До какой степени это, скажем так, тяжело, проблемно одержать победу. Тем более всего лишь победа одна. Только одному человеку вынужден как бы осчастливиться или как-то там, не знаю, там получится стать неким ханом, да? И в этом плане мы тоже анализировали и увидели основную проблему в том, что у нас в основном занимается пиаром. Исключительно пиар. То есть берется человек
И он говорит, все, меня пиарьте. Его пиарят, надеются в итоге, что его выберут. Но в итоге, получается, не выбирают. Ну, конечно, если взять другой фактор, админ-ресурс, я не знаю, там, ну, матрицу, да, понимаете, да, матрицу в каком там и так далее. Но если все это убрать, то именно продвижение, брендинг занимает основное ключевое место. Например, ну, вот это все пройдем. Вот смотрите, видно, да? Уважаемый человек, вроде бы уже давно в политике, но почему-то он занял всего 4-е место, да, на выборах. Он занял 4-е место. Впереди него был Мадумаров. Вроде бы бюджет у этого господина было гораздо больше, нежели у того человека, который занял 3-е место. По-моему, чуть больше $500 000, а у человека это 3-е место, Мадумаров, у него, по-моему, $17 000 всего лишь. Но он пришел на 3-е место, а это 4-е. Когда с самого начала господин Сариев шел, он вышел только своим лозунгом. Денежки береги, да? Вместе к победе. Но все мы хотим победу. Это все равно, знаете, товар продавать и говорить, что это качественный товар. Но товар не может быть качественным. Потому что это, если товар, извини, он должен быть автоматически качественным. Или, я не знаю, там, продают соль и говорят, он соленый. Ну, извини, соль-то и так соленый, понятно, да, как бы. Или перец, он какой-то горький. Ну, понятно, перец, он есть перец. И в этом плане, то есть, получается так, что мы победим, ну, извини, это ясно пень, понимаешь, ты идешь к победе. Ты сам уже выставился свою кандидатуру и хочешь победить. Но почему-то у него 4-е место. Я не знаю, кто его политтехнологи, но господин Сариева очень богатый опыт в политике, в системе госслужбы и так далее. Но я увидел одну маленькую, скажем так, прогрешность. Во-первых, да, у него не было бренда. Мы не знаем, кто такой Сариев. Вы можете ответить, кто есть Сариев? Who is Сариев? Да, Маназваки? И Сариев, в общем, 2 часа говорил про Джирю, что его надо продать туда-сюда. Потом в конце ему вопрос задали, говорит, балам, говорит, там один, говорит, ну, сен келгенделе, бисмилла дегенделе банкты тонувадым, бля. Вот этот брендинг у него был. Поэтому, мне кажется, он проиграл. Ну, конечно, мы не знаем, не будем обсуждать, что они делали, там, будучи тем или тем. Ну, это, скажем так, уже вопрос политологам, наверное. Но мы видим одно его моменты. Народ не понял, кто он. Ну, пришел, вот как вы говорите, в Талас, да? Он начал говорить, агитируйте за меня. Ну, народ видит, да, Сариев, ну, да, премьер-министр, ну, да, вроде бы как оратор, он сильнейший, но кто он? Непонятно. Если мы, например, вот как выше было представлено в плане Жириновского, знаем, социалист там, и человек, тем более, граничащий с национализмом и так далее, это более-менее понятно, да, кто он такой. В отношении Сариева это не было понятно. И потом, второй момент, во время дебатов, помните, я это комментировал, у него не было искренности. В этом плане как раз-таки его политтехнологи не сработали, и очень вроде бы грамотно говорил, но не было убедительности. Потому что он сам не понял, какую миссию он сам несет. Вообще он зачем нужен Кыргызстану? Да, понятно, хочет стать президентом, это всем. Я тоже хочу стать президентом. Дай бог в 7-м, наверное, да? Но он сам не понял, для чего он становится президентом. А на этот вопрос как раз и задает бренд. Например, если вы покупаете Lexus, вы четко знаете, или S-класс Mercedes, для чего вы покупаете, зачем он вам. Если вы покупаете, например, Honda Civic, вы знаете, да, для чего вы покупаете. Ну, экономить там, какие-то домашние дела и так далее заканчивать. Но если Lexus, извини, это твоего, это обязательно встречами и так далее. То есть, видите, каждый бренд отвечает, четкий вопрос дает. То же самое в отношении людей, особенно политиков. Извини, если ты идешь в массы, если ты себя показываешь, будь добр, ты должен конкретно ответить, кто есть ты, who is who, как вот Иисус Христос. Он и шел пропагандирует, он говорил, я пророк. Тем более он приносит новую программу, идею, это христианство, да, и так далее. То же самое, это некие, скажем так, ну, я не буду говорить пророки, но некие аналогии это пророков в политике. Но, к сожалению, в этом плане у них не увидели мы. Или, Денис, может быть, вы как-то вот, вы, господин Сариев, видели какую-то, скажем так, идею или образ? Не было, да? Да. Вы можете представиться, да?
Игорь Сапрунов, блогер, журналист и чуть-чуть бизнесмен. Дело в том, что я хотел сказать такой момент, что если взять пример Жириновского, да, в параллель Сариеву, да, мы видим, сколько он лет держится у власти, да, но в то же самое время многие его часто, как сказать, даже вот я захожу к знакомым друзьям, там, ювелирам, и они слушают его чуть ли не как пророка. Потому что он где-то и прогнозирует, и он видит, во-первых, у него образование такое, что он может как бы видеть особенности, те, которые, может быть, обычные массы не видят, потому что он как в геополитике, то есть востоковед и так далее. То есть это один из моментов. Но вот у Сариева момент сыграл то, что в параллели с Жириновским, Жириновский как бы не обременял себя какими-то имущественными, может быть, какими-то проблемами, которые возникали у других людей. То есть мы помним ситуацию с дорогой, да, которая произошла. То есть он сам свою, кандидатура, то есть его была снята, и это уже, как сказать, наложило какой-то отпечаток. Да, про Жириновского, если бывают какие-то моменты, там он своровал или что-то, но все понимают, что он не имеет каких-то бизнесов, ничего, он, то есть, занимается именно политикой. То есть и вот это вот смешивание политики с бизнесом, конечно, многие идут в политику, чтобы продвинуть свой бизнес и расширить его. Ну вот это и сыграло, я думаю, вот важную роль, что он, как сказать, народ уже как бы потерял доверие к нему. Ну, это мой взгляд. Согласен, да. У нас, скажем так, политика в чистом виде, я так думаю, очень мало. В чистом виде. В основном, да, бизнесмены, чтобы защитить свой бизнес какие-то или расширить свой бизнес, в этом плане идут политики, или обогатиться, да. А вот политики в чистом виде их мало. Ну, я бы назвал бы, но вы меня выручили. Вот Текебаев, да, к примеру. Это, возможно, да, политик в чистом виде, который, скажем так, сам в корнях там и так далее. Но, опять же, насчет Текебаева мы тоже думали, анализировали, Текебаев, да, кто он такой. Отец Конституции. Вроде бы у него есть такой позицион, отец Конституции, но насколько его воспринимать как действительно отца Конституции? Народ. Насколько? Например, знаете, есть один чувак в политике, был, по крайней мере, народ его знает, это Мутуев. Как угольный король, да? Вот у него, я считаю, бренд есть. Все говорят, да, Мутуев, да, он же либо бузутер, либо да, угольный король. Либо Бекназаров, бульдозер. Вот у них четкий бренд. Ну, у Бекназара своя миссия, может быть, не знаю, там, революции делать и так далее, так далее. Но в плане Текебаева мы тоже думали, да, он сделал... Например, я, скажем так, в свое время создал, не создал, а один из главных организаторов Игорь Кочевников был, но вряд ли, я считаю, я ассоциирую с Игорем Кочевниковым, к примеру, да. То же самое вот у Текебаева, насколько вне, как бы, истеблишмента политического есть вот этот бренд, что он отец Конституции. На наш взгляд, этого нет. Да, он ярый вот этот политик, но опять же, это как врач. Быть просто, кто ты? Офтальмолог или хирург? Он как бы врач, получается. И вот дальше хотелось бы остановиться на более интересном персонаже, да, вот. Говорят, де-факто он победил. Говорят. Я не знаю. Но факт в том, что он на втором месте пришел. И насколько, скажем так, мой личный субъективный анализ, на самом деле большинство проголосовало за него. Мой субъективный анализ. И почему тогда он, скажем, выбрал? Опять же, выбросим политические эти моменты, процессы, углубления, чтобы там завтра нам не оказаться по ту сторону, скажем так, мира, да, белого. Вот я считаю, что у господина Бабанова был, во-первых, слишком быстрый старт, и, во-вторых, опять же, он сам не определился, что он хочет. Что он хочет. Да, понятно, опять же, президентство и так далее, но каким именно президентом? Вот у него этого образа не было. Элементарно, вот посмотрите, это его фотография, видно, да? Именно предвыборный баннер. Предвыборный баннер. Нигде ничего нет. Кто он? Мессия, я не знаю, там, националист, социалист, я не знаю, там, кыргыз или кто там, какой-то там болельщик Динамо, там. Нигде никакого позиционирования нет. Просто сзади висит Бабанов. Извините, я повешу завтра Чекиев. Но это же ничего не скажет вам. Я завтра выйду, Чекиев 2017, но это опять же ничего не скажет. Турибаев 2017, Сариев 2017, Бабан, все эти под своими фамилиями вышли. Я считаю, что именно вот этот как бы тренд, написать фамилию и цифры 2017 скажет много, это была ошибкой. Потому что хоть ты 100 раз будь Сариевым или Бабаном, но извини, ты должен четко народ донести информацию, ху из ху. Например, я лысый, к примеру, да?
И если я завтра выйду, скажем так, именно как Максат, именно лысый, без волос, да, возможно, у меня будет четкая позиция. Но если я просто буду говорить чекив, а в этом плане думаю, что никакой информации нет. Мы копались дальше. Вроде бы яркое, скажем так, выражено фото, это баннер, да? Он вроде бы зовет за собой. У него был Алдыгаджол, да? Путь вперед. Но опять же здесь, знаете, вот этот путь вперед и вместе к победе, Берге, это Денечки, это все, знаете... Я прошу прощения, приведу пример, Махсат Джалушевич, не обижайтесь. Что такое путь вперед? Путь вперед куда? То есть, если он должен бы сказать, куда он приведет, тогда путь вперед бы сработал. Давайте простой пример приведу. Один раз на пляже я проводил эксперимент. Футболка у меня была Рибак, шорты Adidas, обувь Nike. Ко мне подошли ребята и говорят: ты ненормальный? Нормальные ребята одеваются Nike. Они были во все в Nike, Манчестер Юнайтед и так далее. Я говорю, я хочу так носить. Ты бы еще Диодору кепку надел. Говорит, я говорю, подарите, я и Asics надену. То есть, понимаете, что происходит? Nike, который в 70-х появился, когда Adidas был монстром мировым, что сделал Nike? Он нашел четкое позиционирование, продвинул. Его позиционирование, то, что носят лучшие спортсмены мира. И just do it, то есть просто сделай это, ведет к чему? Сделай что? Сделай то, что делают лучшие спортсмены, то есть начни носить так же, как они, уважай себя. И благодаря этому они подвинули Adidas. Nike, что такое Nike сегодня? Nike идет уже в категорию Луи Виттона. Вы понимаете? То есть он становится дорогим спортивным брендом. Это не просто кроссовки надел и бегал. Помните Форест Гамп фильм, да, когда он бегал? Nike раньше стоил дешево, сейчас он стоит дороже. Если вы покупаете серию Air Jordan или серию CR7, которая Криштиану Роналду, он стоит еще дороже. То есть Nike уходит в люкс бренд. Но у него за Just Do It, за слоганом, как здесь было, путь вперед, есть объяснение. Просто сделай это. Что сделай? Одень то, что надевает лучшие спортсмены. Кто? Майкл Джордан, начнешь лучше прыгать. Там, не знаю, как Криштиану Роналду, лучше начнешь забивать. То есть будешь лучше, чем другие, выше других. Вот этого не было здесь. То, что хочет сказать Максат Джалушевич, простым примером привожу. Для чего? Чтобы путь вперед куда? 2030 мы будем номер 10, например. Или в 30-ку будем входить, как в программе, например, у Нурсултана Абишевича. Вот в 50-ку мы вошли, мы теперь в 30-ку входим, потом в 20-ку, все время программа сокращается, и он ведет, и какие-то цифры он приводит. Но здесь не было путь вперед куда. То есть сам по себе слоган интересный, понятный, запомнился, но куда он не объяснил. Спасибо. Самое главное, я считаю, это просто инструмент там был. Путь вперед. Но кто он такой, Бабанов? Талантбек, вы можете обрисовать двумя словами, кто он? Талант Агимбердиев. Спасибо. Ну, на самом деле, вот немножко вот то, что вы уже говорили, у нас нет чистого политика. У нас есть те люди, которые занимаются политическими интригами. Это отдельно такой подход.